Можно, да? Можно, да? Дело в том, что да, по закону открытия все правильно. Но вновь я еще раз подчеркиваю, здесь указано общее количество 2972. Также указано, соответственно, 3028 в бюллетень АУНД. Ну, соответственно, пишет и номер участка. Соответственно, 3028 уже узаканивает вновь те же нарушения согласно 37.2. Лишние бюллетени сюда вписывать нельзя. Участок, то, что положено, должен вписывать 32. Они признают о том, что на момент открытия нарушение было. Факты сами. Вот у нас есть. Здесь должна быть цифра 302. Все. По акту участковая избирательная комиссия на начало голосования признает о том, что действительно есть место нарушения. Ну, мы к тому вы предоставили суду, что при предварительном слушании вы говорили, что не то, когда вначале вы говорили об этом, что-то акт какой-то, протокол существует, есть какой-то протокол. Нет, я в этом части и не говорю. ваш представитель об этих цифрах, если умножит, если вы говорите, что ваши эти хорошо считают, хорошо, ну это дворники, вот так говорите, они могли посчитать и акт предоставить, никто им не запрещал о нарушении. Нет, все хорошо, понятно. Я свой комментарий сказал по данному вопросу. На следующий документ в ходе рассмотрения будет представлен итоговый протокол 20 ноября 2022 года. Акт передачи избирательных бюллетеней на право голосования 19 ноября 2022 года. Отзыв на иск объяснение. Появились представители. По документам, если нет каких-либо дополнений, то исследование по делу считаю законченным. Переходим к судебным прениям. Пожалуйста, представитель вам что предоставляется. Сейчас, секунду. Уважаемый председатель, уважаемый прокурор, участник процесса, в ходе предварительного заслушивания сейчас в зале судебного заседания были подтверждены, соответственно, нарушения статьи 37 участковой избирательной комиссии по городу Уральского. В ходе разбирательств, соответственно, не подтвердили о том, что при получении лишних бюллетеней избирательный участок номер 169 по городу Уральску не принял соответствующий мер согласно органу законодательства, то есть не провели соответствующее составе акт о том, что не принадлежащие согласно статье 37 и 2 бюллетени должны были актированы и отложены в сторону. Соответственно, участковая избирательная комиссия допускает нарушение своих полномочий, неправильно применяет полномочия, не использует их, соответственно, не доводит до сведения, что же до избирательного процесса городской избирательной комиссии, что такой момент был и что у нас на таком участке есть какие-то моменты нарушения статьи 37. Этого нет. В ходе соответствующего заседания до сегодня председатель избирательной комиссии не смог ответить на вопрос, почему не был составлен, почему они не используют в полном объеме свои права согласно 18 статьи УРН законодательства полномочий участковой избирательной комиссии. Они должны были несовместно договариваться, как они бы сказали, а уж так удастся и так далее. Все это должно быть отражено на бумаге. Соответственно, это должно быть юридическое иметь значение. Все те данные, которые представят, соответственно, что не соответствуют УРН законодательства. Учитывая все это, напрашивается вопрос, никто им такого права не давал, лишних бюллетеней, там, соответственно, выбора законодательства такого нет, что там участковая избирательная комиссия принимала решения и несуществующие, даже те бюллетени, которые не адресно, не их не принимать решения и учитывать, в общем, в другом, значит, по 59 и уничтожать. Они уничтожают бюллетени, не адресованные им. И это считают нормальным явлением, потому что не приняли решение,
но никакого решения по этому поводу нет. И, соответственно, они обратились к территориальной избирательной комиссии, конечно, делают правильное замечание, что нужно правильно составить, и так далее. Тем не менее, учитывая даже, что они нарушили 37 часть 2 и 3, тем не менее, они нарушают статью 43, они, соответственно, даже пункт 3 и 5 нормально не смогли посчитать, и с этим там тоже возникли разногласия в цифровых значениях. И я вам, соответственно, обратился к тому, что вы подвели тоже итог 43. Просто уже не хочется дальше рыться и говорить о том, что ну что ж вы так поступаете. В конце концов, пришло приличное время, когда надо научиться считать, во-первых, если вы дали свое согласие в избирательной комиссии, хотя бы тренироваться, что ли, взять белую бумагу, посчитать, уже вам за это государство платит деньги на платеж, и немалые деньги. Это не просто же прийти, и так. Это день, конституционный день, когда, согласно Конституции Республики Казахстан, люди приходят на это избирательный участок, дают свои голоса, и вы его неправильно может прочитать, неправильно применить свое право, хотя право закона выбора просто четко написано ваше полномочия, ваше право, и вы не можете использовать это право, вы даже не можете правильно прочитать, понимаете? Вам ехать надо в городскую территорию, они вам должны поправить. Вы же взрослые, вы все закончили вузы, вы не маленькие дети, что в 4 классе научить, как надо отнимать и что надо отнимать. Это же позор. В новых условиях мы не хотели бы обращаться в суд, мы же из 34 заявлений отобрали только 2. А если мы все 34 сюда представим, это завалиться же можно. И все так, конечно, не надо за ним комиссировать. Ой, Аллах, мы уберем ее, она считать не учит, вуз закончит. Ну сколько это может продолжаться? Мы же не то, что 169 участок пришли, хаять вас, выявить. Мы не хотим, чтобы в конце концов, если мы взяли курс на изменение страны, давайте начнем с этого, с небольших нарушений. А они есть, и мы вот показываем 30 лет избирательной системы, идем на одном месте стопчемся. Одни и те же нарушения, по-разному бывает. Конечно, есть сдвиг. Уважаемый председатель, вы помните, они летом мы судили в Бурленском районе. К слову, так скажу, Бурленский район уже показал другой результат, хороший результат. Нет замечания, даже самих это наблюдателей. Избирательный процесс пошел хорошо. Встряску дал, люди, конечно, представители число избирателей стряхнулись. Большая работа проведена, областной председатель избирательной, большая работа проведена. Внедрены новые методики, даже последовательно написано, как надо читать. Тем не менее делают ошибки. Конечно, ряды нужно очищать. Я не хочу, чтобы в этих рядах находились люди, кто считать не мог. Не могут понимать закон, что есть закон. Там всего лишь понимать надо закон. Статью 18, 41, 43 и свои полномочия. Все. Дальше вас не касается в плане того, что там процедурные вопросы. Вот главное. И вы на этих 3-4 статьях тоните. Ежегодно, каждый год оно тоже повторяется. Но учитывая, что даже 4-й, 5-й подпункт, даже при том, что которые не ставят, они все равно его неправильно составят. Понимаете? В связи с этим я считаю, что вот как прямой умысел идет, неужели заведомо неправильный подсчет голосов, заведомо неправильно сами результаты выбора, в связи с тем, что 37-й нарушил, 3-й, 5-й подпункт перепутали. Когда он научится считать? Но тем не менее, считаю, что протокол избирательной комиссии 162 года не соответствовал 172, 44, 44, 7, соответственно, давно отменен. В части 26 бюллетеней, это однозначно, их ни в коем случае нельзя решение выносить в связи с тем, что они правильные. Это грубо нарушена статья 37, часть 2 и 3. Прошу протокол избирательной комиссии, даже по 3, 4, 5 статьям, я же говорю, посмотрите, там ошибки. На ваше усмотрение, уважаемый суд, уважаемый прокурор. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемый прокурор, уважаемый участник. Я повторю, что злого умысла не было. Я же мог как бы не указывать нигде. Потом наши, правильно сказал, Найман Павлович, там были наблюдатели, они бы тоже подсказали.